Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Касимовский юрт, Касимовское ханство, 1445-1681 годы. Первоначально территория будущего ханства ограничивалась городом под названием Городец-Мещерский. Впоследствии в него вошли некоторые мешарские бейлики, сохранившие при этом относительную самостоятельность: Кадом, Темников, Шацк, Янка и другие. Основателем династии касимовских ханов стал Касим, сын казанского хана Олуг Мухаммада. В честь него государство и получило свое название. В историческом развитии Касимовского ханства достаточно четко выделяются два периода, пишет Булат Рахимзянов. Первый – от образования ханства в 1445 году и до падения Казанского юрта в 1552 году. Отличается тем, что Касимовскому ханству придавалось большое значение как династическому противовесу Казани и Крыму. Поэтому московское правительство было крайне заинтересовано в существовании этого питомника ханов, в особенности для Казанского престола. Второй период – от падения Казани до фактической ликвидации Касимовского царства в середине XVII века. Характеризуется тем, что это политическое образование постепенно становится анахронизмом, и российское руководство предпринимает планомерные шаги по растворению Касимовского удела в России. Конец цитаты. В первый период Касимовское ханство было инструментом проведения московской политики в отношениях с Казанью и Крымом, а также поставляло боеспособную конницу. Несмотря на родственные связи казанского хана Махмуда и Касима, их служба была связана с несовпадающими интересами двух разных государств. Сын Касима Данияр, 1469-86 года правления, активно использовался Москвой в военных операциях. С его смертью династия Олуг Мухаммада прекратилась на Касимовском престоле. Следующий правитель Касимова, Нур-Даулят, хотя и имел с ним родственные связи, но все же не являлся их прямым потомком. В середине 80-х годов XV века внешнеполитическая ситуация несколько изменилась. На территории Дэши-Кыпчака создается и успешно действует союз Москвы, Крыма и Казани. Основной целью этого союза было восстановление стабильности в Восточной Европе. После стояния на Угре значительно усилилось положение Московского княжества на международной арене. Касимовское ханство для Москвы имело военное значение. Прекрасная боевая конница касимовских татар являлась ударной силой в борьбе как против Большой Орды, так и против Казанского ханства. С 1530-х годов великие князья московские начинают постепенно вмешиваться во внутренние дела Касимовского ханства. Постоянный представитель в ранге окольничего известен в Касимове с ноября 1542 года. После завоевания Казани Касимовское ханство, существуя юридически, фактически стало обычной административной частью московского государства, состоящей из нескольких уездов. С 1611 по 14 годы в Касимовском ханстве наступило время междуцарствия. После смерти Урас Мухаммада, представителя казахской династии, следующая сибирская династия стала последней в истории Касимовского государства. 6 июля 1614 года Арслан, сын сибирского хана Али, внук Кучума,
стал Касимовским ханом и правил до 2 апреля 1626 года. После его смерти можно говорить об окончательной ликвидации ханства. Сын Арслана Сеид-Бурхан остался только царевичем Касимовским, но не был провозглашен ханом. Конец выпуска. Продолжение следует. Давам Эбар.